Сегодня мы будем с вами вязать сердечко. Выбери какое, побольше или поменьше. Такое сердечко можно связать буквально за 15 минут и справится даже новичок. Давайте начнем. И первое мы свяжем с вами сердечко побольше, но оно все равно достаточно маленькое. И начнем мы, как всегда, с вами с кольца амигуруми. Делаем кольцо амигуруми и вяжем 6 столбиков без накида в кольцо амигуруми. Начало у нас положено, и у нас получится очень красивое, милое, небольшое сердечко. Затягиваем кольцо, делаем соединительный столбик. И первый ряд у нас готов. Второй ряд очень простой, мы вяжем 6 прибавок. В каждую петлю мы вяжем по 2 столбика без накида. И во втором ряду у нас должно получиться 12 столбиков. Продолжаем наше вязание. Замечательно. Переносим маркер. И третий ряд, схема вязания такая. 1 столбик без накида и прибавка. Так повторяем с вами 6 раз. В третьем ряду у нас с вами должно получиться 18 столбиков без накида. Я сделаю это чуть быстрее в ускоренном режиме. Схема написана, она проста и понятна. Приятного вам вязания! Закончили. 4-5 ряд мы вяжем 18 столбиков без накида, 2 ряда. Давайте я это сделаю в ускоренном темпе. И также за кадром. А мы с вами уже увидимся на 6-м ряду. И нам нужно с вами вязать 2 штучки. Вот я связала одну половинку и вторую половинку, и теперь мы будем их соединять. Смотрите, берем с вами первую, отступаем примерно 3 столбика, вводим крючок и вытягиваем ниточку. Это будет у нас первый соединительный столбик. Дальше мы вяжем второй соединительный столбик и третий соединительный столбик. Пусть это у нас будет 6-й ряд. И теперь мы будем вязать по кругу. 7-й ряд будем вязать по кругу. И у нас с вами получается по каждой половинке сердечка по 15 столбиков без накида. В общей сложности 2 половинки, 30 столбиков без накида. Итак, мы с вами вяжем 7 и 8 ряд, 30 столбиков. Я сделаю это в ускоренном режиме. Единственный момент, на который я хочу обратить ваше внимание, это вот здесь может быть опасность, когда мы подошли. Здесь, смотрите, очень аккуратно, не сделайте лишнюю петельку. И так вяжем до конца еще 15 столбиков без накида. И в 8-м ряду тоже повторяем 30 столбиков. Итак, давайте уже увидимся на 9-м ряду и продолжим наше вязание. Так, ну и я закончила. Смотрите, какое получается уже. Видно сердечко. Так, переносим маркер. И 9-й ряд мы вяжем по схеме 3 столбика без накида, убавка. И так повторяем 6 раз. Первый столбик, второй, третий. Дальше делаем убавку. И так еще 5 раз. В 9-м ряду у нас с вами должно получиться 24 столбика без накида.
Уже половину сердечка мы с вами связали, осталось совсем немножко. Как я и говорила, оно вяжется очень легко и просто, и быстро. И может быть отличной деталью в игрушках амигуруми. Так, я заканчиваю 9 ряд. Мне остался еще один раппорт. И последняя убавка. Ниточку переношу, маркер, чтобы было легче вязать. И смотрите, дальше 10 ряд мы просто вяжем подряд столбик в каждую петлю. И в 10 ряду у нас с вами должно получиться 24 столбика без накида. Я связала их за кадром. И дальше 11 ряд у нас с вами будет по схеме 2 столбика без накида, 1 убавка. Так повторим 6 раз. И у нас с вами должно в 11 ряду получиться 18 столбиков. И опять же, давайте я сделаю это быстро. Понятно, как вязать. Делаем убавочные ряды. Смотрите, как вам удобнее. Вы можете уже потихонечку набивать наше сердечко, но я сделаю это чуть позже. Закончили 11 ряд, маркер перенесли. 12 вяжем по кругу. 18 столбиков без накида. Ничего сложного. Но вот здесь нужно только взять очень удобно вязание, потому что оно уже такое у нас с вами миниатюрное. Но все получится. Вяжем и наслаждаемся творчеством. Я набью свое сердечко чуть позже холофайбером, потому что мне так удобнее держать его при вязании. Осталось буквально у нас с вами 2 ряда. Так, переносим маркер. 13 ряд. Это будет у нас предпоследний. Вяжем по схеме столбик без накида и убавка. Так повторяем 6 раз. И у нас должно остаться 12 столбиков. И давайте я это сделаю ускоренно, чтобы не занимать ваше драгоценное время. А схема понятная и простая. Заканчиваем. Сердечко. Мне понравилась эта схема тем, что сердечко получается небольшое. И как раз подходит под маленькие игрушки. Так, готово. Итак, у нас с вами остался последний ряд. Сердечко уже практически сформировано. Я сейчас его набью холофайбером. Готово. Все хвостики прячу, потому что мы будем сейчас делать убавки. Мы делаем 6 убавок подряд. И у нас с вами останется 6 петель. Делаем 6 убавочек подряд и заканчиваем наше вязание. Сердечко можете плотно не набивать, чтобы оно было мягенькое. Ну а там уже сами как решите. Какое вы хотите, более объемное, пышное или такое миниатюрное и худенькое, если можно так сказать. Все, сердечко готово. Ниточку обрезаем, закрепляем и, как обычно, с помощью иголочки и ниточки мы с вами заканчиваем сердечко. За каждую полупетлю продеваем ниточку 6 раз. И потом просто стянем
И получится у нас красивое окончание работы. Немножко такая ювелирная работа в конце. Но все зато получается очень красиво. Так, последняя петля. Подтянули хорошо. Ну и вот этот кончик ниточки можно вывести в центр сердечка. Ну что, ниточку я обрезаю. Сердечко готово. Первое. Вот такое. Ну а теперь второе сердечко еще меньше. Смотрите, оно очень миниатюрное. Давайте свяжем. И начнем мы с вами тоже с кольца амигуруми. Я поставлю вам схему, но пока делаем закрепление. И смотрите, точно по схеме. Я вам все расскажу и покажу. Делаем 3 воздушные петли. Дальше делаем столбик с 2 накидами. Первый столбик с 2 накидами. Второй. И третий. Все это мы делаем в кольцо амигуруми. Дальше, смотрите, мы с вами делаем 3 столбика с 1 накидом. Первый, второй и третий. Дальше вяжем 1 воздушную петлю и 1 столбик с 2 накидами. Снова воздушная петля. И дальше повторяем 3 столбика с 1 накидом. Первый, второй и третий. И по схеме дальше у нас с вами идет 3 столбика с 2 накидами. Первый столбик, второй и третий. Это последний столбик у нас с вами будет в нашем сердечке с 2 накидами. Дальше смотрите, подтянем немного, но не сильно кольцо. Делаем 3 воздушные петли и соединительный столбик вот сюда. Все, вот это точно последний столбик у нас. Хорошо затягиваем кольцо амигуруми, хорошенько так. И вот такое у нас получается сердечко. Теперь возьмем ниточку, возьмите подлиннее, потому что нам с вами нужно будет связать таких 2 сердечка, а потом и сшить. И вот как раз этим кончиком ниточки мы будем сшивать наши сердечки. А пока давайте закрепим эту ниточку хорошенечко и свяжем второе такое же сердечко. Я сделала это за кадром. У меня таких уже 2. И сейчас я вам покажу, как их соединить. Вот мое второе сердечко. Точно так же вяжем по схеме. Теперь смотрите, мы их с вами соединяем. И вот этой длинной ниточкой мы будем сшивать. А все остальные хвостики спрячем внутрь. И так у нас получится объемное сердечко. Берем иголочку, ниточку и сошьем сейчас наши сердечки. Сначала давайте закрепим эту ниточку, как бы прошьем. И потом вот так по сердечку мы с вами за полупетлю одного сердечка и полупетлю второго сердечка прошьем его. Сейчас я вам все покажу. Сначала закрепим ниточку хорошенечко. И теперь смотрите, вот так подхватываем полупетли. Мы вставляем с вами иголку в середину косички одного сердечка и в середину косички другого сердечка. И так проходимся полностью по краю сердечек.
Получается, что мы с вами сшиваем два сердечка. Давайте сделаю это в ускоренном режиме. Здесь все просто и понятно, правда? А мне понравилась эта схема, потому что сердечко получается очень маленькое. Я взяла крючочек потолще, чтобы вам виднее было саму схему вязания. Но вот для пчелки, которую вам показывала, я взяла крючок в 2 раза меньше. И, соответственно, само сердечко получилось еще меньше. Поэтому чем меньше у вас крючок, тем меньше получится сердечко. Логично, да? Все хвостики внутрь прячем и заканчиваем прошивание сердечка. Ну вот все. Готово. Осталось ниточку закрепить, чтобы наше сердечко не распустилось. И вот этот хвостик, я тоже его просто внутрь спрячу. В принципе, можно набить и холофайбером сердечко, но кажется, что хвостиков достаточно, чтобы оно было такое объемненькое и красивенькое. Все, сердечко готово. Итак, мы с вами связали 2 сердечка. Очень быстро. Маленькое еще меньше. Если вам понравился мастер-класс, поставьте лайк, напишите комментарий, мне будет очень приятно.